Добрый день! Сегодня наша с вами встреча будет посвящена Татарстану, так как завтра, 30 августа, Республика Татарстан отмечает День образования республики. У Татарстана, как и у любой другой республики, есть свои государственные символы. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Это флаг республики. Если внимательно посмотреть, то на флаге республики три полосы, но они не одного размера, они разные. Полоска зеленого цвета. Этот цвет считается национальным цветом Татарстана. Зеленый цвет на гербе Татарстана означает возрождение, обновление. Такая же полоска по размеру, как и зеленая, красная полоса. Красный цвет – это сила, мощь и могущество. Между зеленой и красной полоской идет белая полоска. Она намного меньше, чем красная и зеленая полоса на флаге Татарстана. Белый цвет – это олицетворение чистоты, олицетворение обновленности. Государственный флаг Республики Татарстан сейчас выглядит таким образом. Кроме государственного флага, еще один государственный символ – это, конечно же, герб Республики Татарстан. На гербе Республики Татарстан изображен белый барс. Сам белый барс находится на фоне, как будто это красное солнце. Красное солнце обрамлено национальным орнаментом татар, лилии. В центре на щите находится белый крылатый барс. Вообще-то крылатый барс считался всегда покровителем детей. На левом боку белого барса находится щит. Щит означает защиту граждан Татарстана, экономическую, политическую, финансовую защиту. У снежного барса приподнятая правая лапа. Это означает, что республика никогда не стоит на месте. Она всегда идет вперед, развивается. Хвост у снежного барса приподнят. Это означает дружелюбие. То есть Республика Татарстан живет в дружбе и согласии с другими республиками. Вообще, если посмотреть на герб, здесь находятся такие же цвета, которые изображены на флаге Татарстана. То есть красный, зеленый и белый. Герб Республики Татарстан. Вообще Республика Татарстан сегодня это экономически развитый, стабильный регион, который имеет богатую историю и богатое культурное наследие. Татарстан сегодня это и развитый, и развивающийся регион. В Республике Татарстан большое количество заводов, предприятий, большое количество достопримечательностей. В Татарстане два официальных государственных языка – русский и татарский. На территории Республики Татарстан в мире дружбы и согласия проживает более 170 национальностей. И 2023 год в Татарстане объявлен годом национальных культур. 170 национальностей, живущих в Татарстане, имеют свою культуру, свою историю, свой язык, свою литературу. Я вам хочу представить книгу. Посмотрите, пожалуйста, «Татарстан. Мы вместе». В Татарстане основные национальности – это русские татары. Следом за ними по численности идут чуваши, марийцы, удмурты и мордва. В этой книге представлена культура вот как раз этих национальностей, национальности, которые занимают большую часть населения Татарстана. Здесь народный костюм, литература, искусство, орнаменты, все то, что представляет культурное наследие народов. Как раз я открыла страничку, где представлен национальный костюм татарского народа. И я сегодня перед вами предстала в национальном костюме татарского народа. И вот здесь на столе у меня представлены элементы татарского костюма. Этот элемент татарского костюма – это
мужского татарского костюма называется тюбетейка. Она выполняется в разных цветах, оформляется вышивкой, камнями, узором, орнаментом. Еще один предмет – это элемент женского национального костюма. Называется этот элемент калфак. Если посмотреть книгу, пролистать дальше, то мы с вами познакомимся с культурой чувашей, марийцев, мордвы, русской культурой. В книге все доступно написано. Книга будет интересна и как для взрослого населения, так и для детей. Вот, пожалуйста, посмотрите, марийский костюм. Здесь есть и описание костюма, есть описание орнамента, так что если кто-то захочет научиться сделать своими руками вышивку какого-то из перечисленных мной народов, пожалуйста, в этой книге все можно найти. Еще раз повторюсь, что год культурного наследия народов Татарстана в 2023 году – это год, когда все народы, все культуры объединяются. У культур, которые живут долгое время на одной территории, ну вот в данном случае на территории Республики Татарстан, уже много общего. Конечно, много есть различий и в костюме, и в культуре, и в языке, и в, предположим, в сказках. Но встречается и много общего, потому что народы, которые живут долгое время вместе, начинают уже заимствовать друг у друга то, что ему нравится. Ну, а мы с вами продолжаем. Национальный герб, национальный флаг – это все государственные символы. Но есть еще символы в Республике Татарстан, такие неофициальные. Ну, например, Казанский Кремль. Это такой символ Татарстана, символ Казани. Главная достопримечательность города Казани. Город Казань – это столица нашей республики, Республики Татарстан. Она имеет население уже более 1 миллиона жителей. В Казани много достопримечательностей. С некоторыми из них я вас сегодня хотела бы познакомить. Главная достопримечательность – это Казанский Кремль. Вот здесь он на большом развороте книги очень хорошо представлен. Казанский Кремль – это крепость. Крепость, на территории которой существуют, мирно существуют мусульманские мечети, православные храмы и церкви. Вот так выглядит Казанский Кремль днем. А сейчас я бы вам хотела еще показать, как красиво он выглядит в ночное время. Посмотрите, пожалуйста, весь Казанский Кремль, все здания с подсветкой. Вот такая вот красота, которую можно увидеть в нашей столице, столице Республики Татарстан, Казани. На территории Казанского Кремля размещается такая жемчужина Казани, жемчужина Татарстана, мечеть Кул-Шариф. Мечеть Кул-Шариф названа в честь настоятеля, который погиб при защите Казанского Кремля. Вот так она выглядит, мечеть Кул-Шариф. Это самая знаменитая мечеть в Казани, пожалуй, самая знаменитая мечеть в Татарстане. Она выполнена вот в бело-голубых тонах. Белоснежные стены гармонируют со стенами Казанского Кремля. Внутри мечеть Кул-Шариф расписана орнаментом, украшена мозаикой и лепниной. Внутри она также красива, как и вот снаружи, когда вы ее можете видеть. Как я уже говорила, на территории Казанского Кремля дружно уживаются, существуют и действуют и христианские православные храмы, и мусульманские мечети. Кул-Шариф – это мусульманская мечеть, а вот Благовещенский собор – это православный храм. Говорят, что сам Иван Грозный вбил кол в том месте,
где был построен Благовещенский собор. Это первый православный собор на территории Поволжья. Если Казань – это столица Татарстана, миллионный город, в который кроме Казанского Кремля еще огромное количество достопримечательностей, то следующий город, который бы я вам хотела показать, это город Болгар. Я сегодня для знакомства выбрала 3 города с вековой, с тысячной историей, которым уже больше 1000. И один город, с которым я вас познакомлю, это самый новый, самый современный, самый молодой город Татарстана. Итак, переходим к городу Болгар. Если в Казани проживает 1 000 000 жителей, то в городе Болгар проживает всего 8 с небольшим тысяч. Это небольшой город, в котором расположен музей-заповедник исторический. И на территории этого музея-заповедника есть такая достопримечательность, которая называется Белая мечеть. Это место паломничества мусульман. Здесь огромное количество туристов, которые посещают Белую мечеть, чтобы прикоснуться к ней, чтобы загадать какое-то желание, чтобы озвучить свои сокровенные мысли и желания. Белая мечеть считается новоделом. Это не исторический памятник, это не памятник архитектуры, который там насчитывает сколько-то столетий. Белую мечеть построили в 2012 году, ей совсем немного лет. Расположена она у самого входа в музей-заповедник. Сделана из белого мрамора. Внутри изречение из Корана, внутри этой мечети. Перед мечетью расположен фруктовый сад и искусственный водоем. Вот если вам будет видно, я покажу мечеть, белая мечеть, как будто бы отражается в этом водоеме. Водоем это сделали искусственный, чтобы как раз подчеркнуть красоту этой мечети. Итак, Белая мечеть, которая находится в городе Болгар, Республики Татарстан. Вход в мечеть абсолютно свободный. Сюда могут зайти и православные, и мусульмане, все те, кому интересна история татарского народа. Городу Болгар более 1100 лет. У города Болгар есть свой герб. Я вам сейчас еще покажу герб Казани. Посмотрите, на нем изображен полудракон, полузмей. Имя его Зиланд. Называют его покровителем Казани. Он считается также неофициальным символом Казани. И на гербе города Болгар изображен тоже Зиланд. Нижняя часть герба в желтом цвете исполненная – это крепость, которая как раз отражает многовековую историю города Болгар. А в верхней части герба – это Зиланд, который представлял Казанскую губернию. Вот 2 герба, они похожи между собой. Следующий город – это как раз город молодой, самый молодой город. Город, который был построен в 2012 году. Это Иннополис. Это самый молодой город не только Республики Татарстан. Это вообще самый молодой город в России. Чем он еще отличается? Вы знаете, это город как будто из каких-то там фантастических книг, из фантастических рассказов. Потому что в этом городе население всего около 4000. По улицам передвигаются роботы, которые разносят заказы и посылки. Автомобили передвигаются без людей, такие беспилотники. В городе существует чат, в который включены все жители города, в том числе и мэрия города.
Чем еще уникален этот город? Это единственный город, в котором все население, 4000, почти все IT-специалисты. И когда разрабатывался герб этого молодого города, были разные варианты, что можно изобразить на гербе молодого города, вот такого фантастического города. Но решили, что так как город молодой, и так как это город IT-специалистов, так как это город новых технологий, то было решено гербом города Иннополиса сделать вот такое изображение. На лазурном фоне изображен стремящийся вверх, стремящийся ввысь. Вот как вы думаете, что это такое? Это нейрон, это новые технологии. И как раз по этому гербу сразу видно, что город новых технологий, город современных технологий. Может быть, когда-то в наших городах тоже, конечно, появятся и автомобили, беспилотники, и будут передвигаться заказы, которые будут развозить роботы. Но это все еще впереди. А вот в этом городе, который уже существует, живет и действует, это все можно увидеть. Но если вы захотите посетить этот город, то, конечно, нужно обратиться к специалистам, которые вам проведут экскурсию по этому городу. Все покажут, все расскажут. Все-таки новые технологии, это нужно еще осваивать. Ну, а мы с вами продвигаемся и идем к следующему городу. А следующий город – это как раз город, из которого идет сегодня наша трансляция. Это город Елабуга. Елабуга, так же, как и Казань, имеет огромную историческую историю. Город наш, как и Казань, имеет огромную историческую ценность, потому что на территории Елабуги находится 16 музеев, которые знакомят с историей и культурой Елабуги. Елабугу еще называют музеем под открытым небом. Чем же знаменит наш город? Население нашего города небольшое, всего 80 тысяч. Русские, татары, чуваши, марийцы, мордва – все те, кого называют народами Поволжья. Так же, как и в Татарстане, составляют большую часть жителей Елабуги. Город наш как бы разделен на две части. Старый город и новый город. Само название уже говорит о том, что в старом городе, в исторической части, расположены исторические здания, музеи. А здания у нас действительно исторические, потому что здания в старом городе Елабуга 18, 19 и 20 веков постройки. Здания в основном двухэтажные, каменные, но все эти здания поддерживаются в хорошем состоянии, потому что все-таки Елабугу у нас посещает большое количество туристов. Мест можно посмотреть на улице Казанская, Покровская, на Спасской улице, где располагаются такие храмы, как Покровский собор, Спасский собор, Никольская церковь. Это все действующие храмы. Если вы посетите город Елабугу, то первое, что вам жители порекомендуют посмотреть, это чертово городище. Чертово городище находится в самой высокой части города. И если подняться к башне, то можно увидеть весь город как на ладони. Что же интересного в этой башне? Вокруг нее ходит огромное количество легенд. Почему она так называется? Чертово городище. Ну, одна из легенд такая. Когда-то черт полюбил дочку попа и хотел на ней жениться. Но поп, естественно, не хотел отдавать свою дочку в жены к черту и предложил черту
построить церковь за одну ночь. Построишь за одну ночь церковь, отдам тебе дочку в жены. Черт старался, собрал все бесовские силы, чтобы успеть к утру построить белокаменную церковь, но пропели петухи, церковь разрушилась, и черту не суждено было жениться на дочке попа. Это только одна из легенд. Почему эта башня так называется? Вот если посмотреть на иллюстрацию справа от меня, то здесь как раз на фоне башни Чертова городища выделяется Спасский собор. Соборы в Елабуге, как я уже сказала, все действующие. Их могут посещать как мусульмане, так и христиане. Нет там каких-то запретов. Что же еще интересного можно посмотреть в нашем городе? Наш город Елабуга знаменит такими выдающимися людьми, которые прославили наш город, прославили даже на весь мир, такими как Иван Иванович Шишкин. Я думаю, что картины Ивана Ивановича Шишкина известны многим. Они находятся и в музее России, и в музеях за рубежом. Есть недалеко от музея Ивана Ивановича Шишкина памятник, установленный в его честь. Уникальность этого памятника в том, вот здесь вот он расположен на картинке, уникальность в том, что он выполнен в полный рост. Не считая вот этого постамента, памятник Шишкину выполнен в полный рост, таким, как он был. А был Иван Иванович Шишкин очень высоким, его сравнивали с могучим дубом. Картины, которые он рисовал, изображали природу Елабужского края. А природа у нас богатая. Сосны, березы, все такое сочное, красивое. Природа, которую сейчас мы стараемся сохранить. И не только мы, жители города, стараемся ее сохранить, также и государство об этом заботится. Так, на территории Елабуги, Елабужского района создан национальный парк Нижняя Кама. Парк, который располагается на территории Елабуги, на территории набережных Челнов. Это уникальное место, где находятся занесенные в Красную книгу растения, животные, пойменные луга, рыбы, все те живые организмы, которые находятся на грани исчезновения. Если посмотреть на вот эту картину, то можно подумать, что Иван Иванович Шишкин свои картины рисовал как раз вот с этих мест. Действительно, сосны, освещенные солнцем, утро в сосновом бору, корабельная роща – это те картины Ивана Ивановича Шишкина, которые воспели природу Елабужского края. Национальный парк Нижняя Кама – это единственный в Республике Татарстан национальный парк. Если вернемся от природы к культуре нашего города, то, конечно же, мы вспомним такую известную личность, как Надежда Андреевна Дурова. Посмотрите, вот здесь памятник, который был установлен в честь, в память Надежды Андреевны Дуровой. Также в нашем городе есть музей Надежды Андреевны Дуровой, который постоянно пополняется какими-то новыми экспонатами, приезжают экспозиции из других городов, которые еще больше раскрывают нам историю этой загадочной женщины. Женщины-офицера, первой женщины-офицера. Следующее, что бы я вам хотела еще показать из книги, вот я книгу вам не представила, посмотрите, пожалуйста. Это книга, которая выпущена нашим музеем-заповедником. Такой красочный, яркий альбом, посвященный нашему городу, который так и называется Елабуга. Хотела вам показать еще одну картинку из исторической части города, из старого города, как мы его называем. Это Шишкинские пруды. Шишкинские пруды, где проходят все большие крупные события, крупные мероприятия в нашем городе. Но эти события не только городского масштаба, не только республиканского масштаба. Это события всероссийского масштаба. Я хочу поговорить немного о всероссийской Спасской ярмарке.
Когда-то давным-давно в городе Елабуга, в купеческом городе, начали работать спасские ярмарки. Это было в 18-19 веках. На Спасскую ярмарку съезжались не только со всех близлежащих городов, приезжали из городов России, привозили свою продукцию. Проходила она всегда в начале августа. Много лет эта ярмарка существовала, но в 1940 году эти ярмарки прекратились. И возобновились они только в 2008 году. И с 2008 года каждый год в начале августа в нашу Елабугу съезжаются мастера со многих городов России, не только Татарстана, а России, привозят свою продукцию, декоративно-прикладного искусства, какие-то другие товары. На Спасскую ярмарку приезжают гости, туристы с близлежащих городов. Это всегда настоящий праздник для города, который длится 3 дня. И еще одно такое масштабное событие, которое уже 5-й год в этом году отмечается, вернее, мы уже отметили его, провели, это музыкальный фестиваль «Вечера Березовского в Елабуге». Чем же отличается этот музыкальный фестиваль от других музыкальных мероприятий? Тем, что проходит он в формате open air, то есть под открытым небом. Организатором и идейным вдохновителем этих вечеров является Борис Березовский. Но выступает не только он один, он приводит всегда с собой интересную команду музыкантов, артистов. Проходит музыкальные вечера на Шишкинских прудах под открытым небом, собирая огромное количество ценителей музыки. И музыка эта льется по Шишкинским прудам, и человек соединяется с музыкой, происходит объединение и музыки, и природы, и человека. Ну, в общем, это все очень красиво происходит, и всегда собирает огромное количество посетителей, огромное количество любителей музыки. И мне кажется, что с каждым годом это количество всегда возрастает. Вот, казалось бы, Елабуга совсем небольшой город, с населением 80 тысяч. Но столько всего интересного можно в нашем городе посмотреть. И то, что я вам сегодня рассказала, это маленькая частичка того, что вы можете увидеть, если посетите наш город. Город наш имеет свой герб. Вот обратите внимание, на гербе Елабуги изображена птица, дятел. Почему именно дятел? Здесь несколько цветов на гербе. Это серебряный цвет, который обозначает достаток, зеленый, который символизирует возобновление жизни, черный, стабильность, пень, на котором сидит дятел. Этот герб у нас с 1781 года уже в Елабуге. Когда-то давным-давно не все могли себе позволить построить каменные дома, и поэтому дома строили из дерева. А дерева в окрестностях Елабуги всегда было большое количество. Вырубали деревья, строили дома. А когда вырубали деревья, после деревьев оставались. В пеньках, естественно, заводились какие-то насекомые, что привлекало внимание птиц. Прилетали птицы, уничтожали этих насекомых. Но почему же именно дятел? Ну, наверное, потому что дятлов в то время в Елабуге было большое количество. А может быть, еще и потому, что эта птица трудолюбивая. Так же, как и жители нашего города. Трудолюбивые елабужане. Поэтому герб у нас сохранился, не изменялся. Историческую ценность, так как он сохранил в себе историю нашего города. Если говорить о Елабуге, то, конечно, нужно вспомнить еще и Марину Ивановну Цветаеву, которая провела последние дни в нашем городе. Также татарские писатели Тайзи Гизат, Шагабудин.
другие писатели, которые у нас уже современные Елабуги писатели, Антонина Силкина, Наталья Вердеревская. Это те люди, которые о нашем городе словом, но это слово осталось, и мы это слово помним, мы это слово читаем, мы это слово передаем из поколения о нашем городе, о нашей Елабуге знало как можно большее количество людей. Елабуга, как я уже сказала, отметила в 2007 году свой 1000-й год со дня основания. Но город наш развивается, город наш растет. Но несмотря на то, что город становится современным, мы историю нашего города знаем, чтим и оберегаем. Елабуга, как и Болгар, как и Иннополис, как и Казань, это частичка нашей большой республики, республики Татарстан, республики, которая завтра отмечает свой день рождения. И я сегодня от имени централизованной библиотечной системы Елабужского муниципального района хочу поздравить всех жителей Республики Татарстан с праздником, любимый Татарстан!